Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, с большим удовольствием приветствую всех глав государств Центральной Азии и Китая. Прежде всего, хотел бы выразить особую признательность председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за инициативу проведения этого мероприятия и проделанную работу по подготовке и высокой организации сегодняшнего саммита в онлайн-формате. Мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений государств Центральной Азии, включая Кыргызстан, с нашим великим соседом Китайской Народной Республикой, является значимым и важным событием для наших народов. Сегодня мы можем с уверенностью констатировать высокий уровень отношений между нашими государствами, основанных на стратегическом партнерстве. Самой историей нам предопределено быть соседями. Современный миропорядок переживает период глубинной трансформации и диктует необходимость координации нашей деятельности в вопросах региональной безопасности и обеспечения стабильности, укрепления сотрудничества в политической, экономической, торговой и других важных сферах жизнедеятельности. Хотелось бы особо отметить, что Китайская Народная Республика прилагает большие усилия для укрепления региональной безопасности, оказывает всемирное содействие в социально-экономическому развитию центральноазиатских государств, выдвигает инициативы и продвигает их для гармоничного сосуществования и устойчивой международной обстановки. Уважаемые друзья, 30 лет назад, в январе 1992 года, было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. С этого момента началась новая историческая история взаимосвязей Кыргызстана и Китая как дружественных и суверенных соседних государств. Примечательно, что Китайская Народная Республика в числе первых признала независимость Кыргызской Республики. Заложенные в совместном коммюнике принципы взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства и выгоды, мирного сосуществования по сей день составляют основу кыргызско-китайских отношений. Большим достижением в этой сфере стало полное урегулирование приграничных вопросов между двумя странами и их юридическое оформление соглашениями от 1996 и 1999 годов. Сегодня межгосударственная граница является не разграничительной межой между Кыргызстаном и Китаем, а мостом добрососедства и дружбы двух наших народов. Благодаря взаимным усилиям создан прочный фундамент сотрудничества. Высокая интенсивность политических контактов стала катализатором процессов практического взаимодействия. Основополагающим документом двусторонних отношений по праву является подписанный в 2002 году договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. Этот договор дал мощный импульс для интенсификации связей на государственном и гуманитарном уровнях. Развитие и укрепление связей вывело наши страны на установление в 2013 году отношений совершенно нового уровня.
Подписанная в 2019 году совместная декларация о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства свидетельствует об отсутствии между Кыргызской республикой и Китайской Народной Республикой каких-либо вопросов, препятствующих добрососедству и дружбе между нашими народами. С момента обретения Кыргызстаном независимости правительство Китайской Народной Республики оказывает всестороннюю поддержку и помощь нашей стране. С участием китайского капитала в республике реализованы крупные инфраструктурные проекты в области транспорта, энергетики, здравоохранения, ирригации, образования, строительства социальных объектов и другие. И эти проекты имеют важные социально-экономические значения для достижения нами благополучия. Пользуясь такой возможностью, от имени кыргызского народа и от себя лично хочу выразить глубокую благодарность китайской стороне за постоянно оказываемую поддержку и помощь Кыргызстану. Отрадно отметить и то, что между нашими странами на постоянной основе поддерживаются различные инициативы на многосторонних площадках. Хочу также выразить признательность китайской стороне и главам государств Центральной Азии за поддержку и совместное спонсорство в отношении резолюции Организации Объединенных Наций об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития и ЮНЕСКО усиление мониторинга и исследований горных ледников, которые были инициированы мною в ходе общих дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. С большим удовлетворением хочу отметить, что в развитии всестороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем достигнуто многое. И в целом выстроена полноценная и динамично укрепляющаяся модель политического взаимодействия, основанная на открытости и взаимной поддержке. С уверенностью могу сказать, что между нашими странами удалось сформировать подлинно доверительные отношения и наладить взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере обеспечения безопасности. Уважаемые главы государств, внешнеполитическая инициатива председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» без сомнения является одним из наиболее значимых и важных международных инфраструктурных проектов современности. Кыргызская республика одной из первых поддержала его, что связано в том числе с историческими предпосылками и отвечает духу нашего стратегического партнерства. Кыргызстан придает весьма важное значение совместному осуществлению этого масштабного начинания, которое нацелено в конечном счете на гармоничное сосуществование и солидарное развитие различных стран. Вместе с тем, инициатива «Один пояс, один путь» создает широкие возможности для социально-экономического преобразования всего региона. Уверен, что ее дальнейшее успешное претворение в жизнь будет способствовать углублению и расширению экономического партнерства, улучшению инфраструктуры и культурного взаимодействия в Центральной Азии. Сегодняшняя действительность диктует необходимость эффективного воплощения совместных инфраструктурных программ по открытию новых международных маршрутов автомобильных и железнодорожных перевозок в регионе. В этой связи строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан должно стать флагманским проектом в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и значимым шагом к полноценному раскрытию здешнего потенциала коммуникаций.
Считаю, что улучшение транспортной системы позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок, а также будет способствовать существенному увеличению товарооборота между Китаем и центральноазиатскими государствами. Помимо этого, для сохранения деловой активности и дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества между нашими странами чрезвычайно важным является обеспечение регулярного грузопотока между странами Центральной Азии и Китаем с одновременной оптимизацией деятельности контрольно-пропускных пунктов. Необходимо продолжить работу над повышением эффективности зеленых коридоров для осуществления беспрепятственного импорта и экспорта, в том числе оборудования и техники для социально значимых объектов и экономических проектов. Уверен, что и в дальнейшем усилия центральноазиатских государств и Китая будут направлены на углубление и расширение взаимовыгодного экономического, финансового, инвестиционного, инновационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках стратегической инициативы «Один пояс, один путь». Уважаемые коллеги, несмотря на различные мировые и региональные потрясения, мы продолжаем совместно координировать наши действия и вместе преодолевать все трудности в духе добрососедства, дружбы и сотрудничества. В этом плане считаю, что механизм взаимодействия Центральная Азия-Китай играют важную роль в совместном реагировании на вызовы и угрозы современности и становятся действенным инструментом для обсуждения и решения региональных вопросов. Несомненно, кризис пандемии стал серьезным испытанием для глобальной экономики и мировой торговли. Однако с удовлетворением можем отметить, что благодаря взаимной поддержке мы сумели пройти самый сложный период. Пользуясь случаем, уважаемый господин председатель, хочу выразить искреннюю благодарность правительству Китайской Народной Республики за весомую, масштабную поддержку народу Кыргызстана в виде предоставления китайской вакцины Sinopharm, а также продовольственной гуманитарной помощи. Уважаемые главы государств, одним из основных направлений нашего сотрудничества является борьба с терроризмом и экстремизмом. Кыргызстан придает приоритетное значение участию в антитеррористической деятельности мирового сообщества, включая взаимодействие в рамках международных организаций и коллективных операций. Хотел бы подчеркнуть возрастающее значение взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, являющейся для наших стран эффективной площадкой для координации общих усилий по обеспечению региональной безопасности, противодействию новым террористическим вызовам и угрозам, борьбе с сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. Сложенность наших действий против международных террористов, в том числе в ходе недавних трагических событий в Казахстане, является действенной и убедительной. Считаем, что наращивание нашего взаимодействия в этом направлении будет способствовать укреплению потенциала силовых структур и существенному повышению отдачи регионального и международного сотрудничества. Уважаемые коллеги, Кыргызстан, как и все международные сообщества, выражает обеспокоенность в связи со сложной военно-политической ситуацией в Афганистане, ставшей ключевой проблемой в системе региональной и глобальной безопасности. Сегодня в интересах всей мировой общественности, в том числе стран Центральной Азии и Китая, важно заложить основу будущего диалога и взаимодействия с новыми властями Афганистана по целому ряду наиболее злободневных вопросов текущей повестки дня.
Уверен, что мы направим свои общие усилия для скорейшего установления прочного и долговременного мира на многострадальной афганской земле. Считаю необходимым продолжить оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. Дорогие друзья, завершая свое выступление, хочу еще раз поздравить всех вас с 30-летием установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем. Уверен, что дружба и добрососедство будут и впредь способствовать интенсивному политическому диалогу, взаимовыгодному экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству, направленному на благо наших народов. Хотел бы отметить, что весь мир с нетерпением ждет начала зимних Олимпийских игр в столице Китайской Народной Республики. Проведение Олимпиады в Пекине в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире, подлинно олимпийский дух взаимопонимания, солидарности и дружбы придают уверенность, спокойствие и надежду всем народам, призывают их к единству в преодолении трудностей. Искренне желаю правительству Китайской Народной Республики успешно провести зимнюю Олимпиаду. В заключение, пользуясь этой счастливой возможностью, хочу поздравить вас, господин Си Цзиньпин, и в вашем лице весь народ Китая с наступающим Новым годом по лунному календарю, праздником весны. Спасибо за внимание.